Добрый вечер, Руслан Георгиевич. Но прежде всего примите наши поздравления с 15-летием признания независимости Республики Абхазия. И сейчас будет две большие даты. Это и признание, и 30 лет победы в Отечественной войне 92-93 года. То есть такой путь был очень долгий. Расскажите, пожалуйста, что для вас лично и в целом для республики означают эти даты? Добрый вечер. Спасибо за поздравления. Для всех граждан Абхазии эти даты имеют огромное значение. Все, что связано с этими датами, окроплено большим количеством пота, крови, десятилетия труда. Как известно, в начале уже 20 века, период становления советской власти, позднее время советской эпохи, у нас в Абхазии, в отличие от многих, скажем так, регионов Советского Союза, так сложилось, очень серьезные были вопросы, связанные с национально-освободительным движением. В силу разных факторов. Вопросы независимости и свободы, они всегда являлись вопросами главными на повестке дня, в целом для народа. Эта история не насаждалась сверху, все это имеет свои истоки глубоко в народе. Поэтому то, что случилось 26 августа 2008 года, то, что было 30 сентября 1993 года, это венец за те труды, за ту кровь, которая была все за это пролита. Поэтому это является наивысшим достижением нашего многонационального народа. Этими датами, этими событиями мы очень дорожим, на этом воспитываем молодое поколение. Я абсолютно уверен в том, что мы вместе с нашим стратегическим союзником, с нашими друзьями, с Великой Россией продолжим процесс укрепления, развития абхазской государственности. В каждой семье это большой праздник, праздник со слезами, потому что это был огромный, тяжелый путь. А если вернуться в 2008 год, вот тогда, когда Москва, Россия начала, можно уже говорить так, спецоперацию по принуждению Грузии к миру. Задолго до августа это вот ощущение того, что война будет, оно буквально висело в воздухе. В Абхазии тогда как готовились? Какие-то заявления звучали? Вообще ждали, что Грузия все-таки решится на такой шаг? Вы знаете, предпосылки, конечно же, были. Так получилось. 30 сентября 1993 года наши войска поставили государственный флаг на территории, на границе с Грузией. Но при этом верхняя часть Абхазии, так называемое Кудорское ущелье, не было освобождено. Там все это время находились представители военных властей Грузии. А в июле 2006 года решением президента Грузии Саакашвили туда были введены дополнительные военные силы. На границе с Абхазией был развернут специальный лагерь по подготовке военных, которые могли бы действовать в условиях высокогорных. Этот лагерь инструктора были из Франции, помогали грузинским вооруженным силам специалисты из Соединенных Штатов Америки. То есть мы это видели, наши специальные службы и разведка Министерства обороны эти процессы отслеживала. Вместе с нами в этом направлении работали компетентные органы Российской Федерации, поэтому мы знали о том, что идет наращивание военной силы, идет обучение. Ну и с открытых средств массовой информации тоже было видно о том, что эти настроения, значит, вернуть Абхазию, они никуда не делись, об этом говорилось. В 2008 году ситуация стала приобретать уже такой острый характер. Только в период с февраля по июль 2008 года на территории Абхазии было сбито 10 беспилотников израильского происхождения, которые взлетали с территории Грузии, осуществляли облет территории по определенным маршрутам. И было видно, что идет подготовка к чему-то очень серьезному, к военному сценарию. И руководство Грузии вынашивало реваншистские настроения. И те наши ожидания, которые прогнозировались, они сбылись. Конечно же, никто не сидел сложа руки. Мы готовились соответствующим образом. Тогда я не входил в состав руководства Абхазии, но по тем материалам, которыми я располагаю, по архивным, есть участники боевых действий, организаторы того периода. Это прежде всего министр обороны Кишмария, сейчас действующий министр обороны Анва, заместитель министра обороны Нанба, начальник генерального штаба
Зайцев. Это компетентные люди, которые знали об этом, и поэтому мы были готовы к такому развитию сценария. И так оно и получилось в конечном итоге. А как принималось решение о том, чтобы все-таки открыть уже второй фронт со стороны Абхазии, освободить Кодорское ущелье? Вы знаете, это решение принималось на Совете Безопасности, решение принимал президент Абхазии Сергей Васильевич Багапш. У него была достоверная информация. В этом плане шел интенсивный обмен информацией с военными Российской Федерации. И такое решение было принято. Более того, подготовительные работы были проведены. Заранее уже были известны рубежи выдвижения, рубежи обороны. Было понятно, где дислоцировались вооруженные силы, отслеживалось их перемещение, я имею в виду вооруженные силы Грузии. Поэтому, когда в августе 2008 года началась военная операция, наши вооруженные силы и резервисты были развернуты. Более того, были развернуты вооруженные силы, дислоцированные на территории Абхазии, российские. Был высажен воздушный десант. У нас аэропорт Пипору принял около 50 специальных бортов. И начались мероприятия по нейтрализации, принуждению к миру Грузии со всех сторон. Что в Южной Осетии, с Северной Осетии зашли, что здесь Гальское направление и Кодорское направление. Все рода войск были задействованы и Абхазии, и России. Военно-воздушные силы России и военно-морской флот России. Особую миссию, я бы сказал так, в ту пору сыграл флагман Черноморского флота. И благодаря слаженным совместным действиям 11 августа полностью территория Абхазии была освобождена. На перевале Каламры-Суки был водружен флаг, государственный флаг Абхазии. Я наблюдала работу крейсера, потому что как раз в этот момент находилась там. Да. И когда он начал стрелять, стекла в доме тряслись. Да. Это были незабываемые впечатления, скажу честно, и самолеты, которые летели в Сухум как раз туда, когда вот открыли взлетно-посадочную полосу, все эти транспортники, они как раз вот так вот летели, над нами делали разворот и летели туда. Я в это время тоже находился на территории. Да, по мнению специалистов, операция по освобождению Кодорского ущелья и всей территории Абхазии была проведена блестяще. С абхазской стороны были, конечно, потери. Один человек был убит и 2 было ранено. Но для того, чтобы провести такую масштабную операцию с такими результатами, я думаю, что это говорит о степени подготовки вооруженных сил Республики Абхазия и Российской Федерации. Безусловно. Вот вы сказали, да, что грузинскую армию готовили и французы, и американцы. Когда зашли туда российские военные подразделения абхазской армии, то вот то, что они там увидели, там стояли казармы, абсолютно собранные, готовые, на которых были вывески «Учебный центр НАТО». Там стояли американские банкоматы. Про американское оружие, про американскую форму я вообще молчу, потому что вся грузинская армия была экипирована с ног до головы американским оружием. Вы знаете, вот военные трофеи, которые были в результате этих боевых действий получены, это американские винтовки М-16, разные системы военного назначения, банкоматы, о которых вы говорили. Даже там были переоборудованные, там очень большой снежный покров, переоборудованные под военные цели снегоходы. Все это является, скажем так, материальным подтверждением тому, кто на этих рубежах присутствовал и кто им оказывал всемирную поддержку. Конечно же, это блок НАТО, и до сих пор это происходит с определенной периодичностью. В том или ином виде каждый год проводится примерно до 10 военных учений на территории Грузии, совместных военных учений. И мы достоверно знаем о том, что по итогам вот этих вот учений, которые проводятся, часть техники, якобы под предлогом того, что она вышла из строя, остается на территории Грузии. Это все накапливается и так далее. Мы это знаем и соответствующим образом на это реагировали и планируем реагировать. Конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы в этом регионе воцарился мир. У нас претензий к Грузии нет. Мы как бы за чужое
войну не ведем, но свое мы точно никому не собираемся отдавать. Грузия сейчас вот в свете спецопераций и последних событий очень активно подталкивали к открытию второго фронта. Да. Дошло до того, что Вашингтон уже начал грозить санкциями Тбилиси, если не прекратится вот такая вот нейтральная политика, если не будет проведены какие-то жесткие антироссийские дополнительные санкции, если не откроют второй фронт. Как вы думаете, удастся ли нынешнему правительству Грузии все-таки удержаться вот в этой вот некой золотой середине, не поддаться давлению Запада и не открыть второй фронт? Это первый вопрос. И если все-таки их продавят, если снова война, что тогда? Вы знаете, я очень хотел бы, чтобы действующее руководство Грузии вот в этом смысле они смогли выстоять. Там не все так просто. В апреле этого года ситуация была очень непростая. Там была попытка государственного переворота. Мы это тоже отслеживаем, мы это знаем. Но власти грузинские устояли. Смогут дальше или нет, я не могу с определенной такой вот уверенностью по этому поводу сделать какие-то выводы. Но как это мы видим, вроде бы должны. Вы знаете, у них же тоже нет никакой альтернативы. Никакую войну, никакие боевые действия Грузия выиграть не сможет. В этом смысле никакие цели не будут достигнуты военным путем. Пора понять, что альтернативы миру нет. Тем более на Кавказе. Мы не хотим войны, но мы готовы к любому повороту событий. Нас это не пугает, нас это не вводит в ступор. Мы хотим действовать в условиях стабильного мира на Южном Кавказе. Жить и действовать. А есть ли хоть какие-то перспективы диалога с Тбилиси сейчас? И почему до сих пор там отказываются подписывать договор о международных гарантиях неприменения силы? Что или кто мешает? Вы знаете, там тоже происходят разные процессы внутриполитические. И как это мне представляется, по вопросу Абхазии там нет единого консолидированного мнения. В грузинском обществе есть люди, которые понимают, что эта реальность состоялась, и от нее нужно отталкиваться. Есть там такие люди, и, кстати, их количество с каждым годом растет. И есть люди, которые, наверное, с этим никогда не смирятся. Когда там несколько веков, когда притязания там территориально существуют у государств друг к другу. Ну, например, такой яркой иллюстрацией этому до сих пор, по-моему, до недавних пор, сейчас я не знаю как, думаю, ничего не поменялось. Я часто в одно время бывал в Греции и вылетал из Афин и так далее. И там у них написано не Стамбул, а Константинополь. Понятно, что когда-то это было так, но ситуация, она же другая сегодня сложилась. Ну, поэтому тут это и инструмент внутриполитической борьбы, я так думаю, в Грузии в том числе. Не все так легко, не все так просто. Но если руководители, действующие Грузии, хотят обеспечить прочный мир, то для этого мы к этому диалогу готовы. Есть такое ощущение, что сейчас все в таком некотором ожидании относительно того, чем закончится глобальная схватка между Россией и Западом. И вот тогда вот в какую сторону маятник качнется, мы с вами понимаем, в какую сторону он качнется, но вот тогда все наблюдатели сразу поменяют свою позицию и скажут: да, мы просто ждали, мы готовы. Мы же можем вспомнить примеры из относительно недавнего прошлого, там Вторая мировая война, 20 да. дивизий в Турции были на границе с Советским Союзом, они ждали исхода сражения под Сталинградом. Мы же понимаем, что в ту пору турки не развязали еще один фронт не потому, что испытывали симпатию, а потому что ситуация сложилась так, что стало понятно, что наказание будет неотвратимым. Поэтому нельзя никого провоцировать своей слабостью. И я знаю итоги, как это все закончится. Лучше в это поверить всем остальным и исходить из того, что надо строить мир на справедливых условиях, которые сегодня формируются вместе и главным образом благодаря Российской Федерации. Что касается еще 2008 года, вы знаете, если смотреть на те события уже из дня сегодняшнего, все те события, которые мы наблюдаем сегодня, они начались не в феврале
да, 22 года, они начались даже не в 2014 году, а вот, возможно, некая вот та точка отсчета вот этого глобального мироустройства и зарождения нового многополярного мира, оно началось именно там, в 2008 году, когда Россия, ну, давайте говорить честно, не испугавшись, вступилась и за Южную Осетию, и помогла Абхазии, и признала независимость этих республик, и вообще на весь мир заявила о том, что больше не будет терпеть, да, вот эту гегемонию Запада и всю ту вакханалию, которую на постсоветском пространстве Вашингтон пытался устроить. Вот эти вот параллели того, что происходит сейчас, и того, что происходило в 2008 году. Вы их видите? Конечно, все дело в том, что это же не новое явление. Борьба против Советского Союза и те успехи, которые были достигнуты в развале Советского Союза, это же никогда не прекращалось. Вот я, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к телезрителям. Нужно прочитать книгу «Великая шахматная доска». Она вышла в 1997 году. Наверняка года два товарищ, в кавычках, эту книгу писал. И он говорил: мы своей цели достигнем, потому что Россия не возродится. Там нет факторов. Экономически она слабая. Все, они уже решили, что все упаковали и забрали. Не получилось. Плохо, что на это тогда еще не обратили внимания. Те, кому нужно было обратить внимание на эти вещи, это же план действий. Легализованный план действий. Утвержденный. Там печати я не видел, наверняка они есть. Вокруг этого все. А так дальше без внимания такие вещи оставлять не нужно. В России нет, знаете, никаких, скажем, там притязаний на западное государство. Никто военную российскую инфраструктуру на Запад не расширяет, не продвигает. Все с точностью да, наоборот. Или мюнхенская речь Владимира Путина. Там же он на понятном русском языке, а потом еще и на немецком, подробно объяснил, как должно быть. Но не слышат люди, потому что, видимо, международное право – это удобный инструмент до поры до времени. Потом самый удобный инструмент – военная дубинка. Как-то, по-моему, Иосиф Сталин на эту тему говорил. Я даже думал, что демократия – это власть народа, а господин Рузвельт мне подробно объяснил, что демократия – это власть американского народа. Ну, они говорят открыто, в общем-то, надо уметь их слушать. И сколько лет можно общаться и не делать выводов правильно. Для Абхазии спецоперация России на Украине сейчас что значит? Вы вообще следите за происходящим на фронте? Для Абхазии это война, это что? Это такая же близкая боль, как и для нас? Вне всякого сомнения. Это близкая боль, это понятная боль. Это боль, которая нас пока еще в полной мере и не отпустила. Мы хорошо помним последствия войны нашей отечественного народа Абхазии. Там отряд добровольцев из Абхазии. И было большое количество ребят, которые служат в наших специальных подразделениях, вооруженных силах, которые готовы были, написали рапорта добровольцами. Но как бы мы координируем свои действия с коллегами из России. И вот отряд, известный отряд «Пятнашка», к сожалению, 11 человек уроженцев Абхазии погибло в этой войне. То есть мы знаем, что это такое, наблюдаем. Поэтому тут все предельно ясно. Ну, по мере наших возможностей мы оказываем и гуманитарную помощь жителям Донецкой, Луганской областей, поддерживаем наших ребят, которые там воюют. Это наша война. Это война наша в том смысле, что мы в полной мере ее ощущаем. Она нам навязана, нам не оставили в этом плане выбора. Поэтому мы вместе защищаем наше будущее на рубежах украинцев. Как вы на сегодняшний день оцениваете отношения с Россией? Вы знаете, отношения с Россией я оцениваю как братские. Эти отношения можно и нужно наполнять все большим и большим содержанием. Мы каждый день должны, как это мне представляется, вот у нас должно быть еще больше нитей, которые нас связывают, больше мостов. Не преград каких-то, мостов в прямом смысле этого слова. Должна быть другая история на пункте пропуска ПСО. Там не должно быть таких очередей, не должно быть проблем для тех, кто хочет уехать в Абхазию. Всем сердцем в этом вопросе. В обязательном порядке должен быть налажен воздушный мост. Это на этом этапе, когда
скажем так, санкции, я не знаю, какие еще санкции можно ввести в отношении России. Не знаю. Уже все введены, По-моему, кажется. да. Все, да. что можно было. Я не знаю, можно что-то еще продумать, и в этом направлении надо работать, потому что против наших граждан тоже работают. Если по периметру государственной границы с Россией возникают какие-то очаги дестабилизации, для них это такой праздник, который можно отметить. И они это будут делать, и это необходимо понять. В этом контексте нам необходимо наши контакты, наши связи интенсифицировать, сделать, чтобы наш союз был еще более крепким. По минимуму в наших отношениях убрать фактор бюрократии. Решения должны приниматься, мне так представляется, быстро, оперативно, но которым мы не доработали государственной границы. Ну что это? Ну, небогатые русские едут отдыхать в Абхазию. На этой границе же можно инфаркт. Это боль всех, Да. кто пытается заехать, Обратно особенно в выезжают летний то же период в самое. Абхазию. А небогатые абхазцы свою продукцию пытаются в Россию вывести, мандарины, а на границе опять проблема. Хотя, если посмотреть, значит, во внешней торговле России, какое место занимает Абхазия со своей продукцией, это в пределах статистической погрешности. Но при этом, потому что вот не все это чувствуют, что здесь должно быть на более тонком уровне, что это очень важно, что Абхазия, неважно, она большая, маленькая, это этнос, это народ, это государство с вытекающим отсюда последствиями. Это дружественная, братская страна. И вот состоится абхазское государство в плане экономического развития, в плане экономического суверенитета, честь и хвала российскому государству, потому что абхазы понимают, кто им помогал. Это все очень важно. Это направление должно быть приоритетным. Что касается становления и развития абхазской государственности, сейчас приведу вам небольшую цитату. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно заявление сделал. «Сейчас сотрясаются устои мира, и в будущем слабые народы погибнут, а сильные выживут». Ну, абхазы всей своей историей и всеми войнами доказали, что это сильный народ, но тем не менее, к сожалению, весьма немногочисленный и проживающий в окружении гораздо более крупных народов и больших стран, которые по соседству. Вот в связи с этим, как вы видите будущее Абхазии с точки зрения геополитики, большой политики? Вы знаете, условия существования, да, и развития абхазского государства – это волеизъявление народа Абхазии не в мирных условиях. Это независимость, это победа, это кровь. Люди защищали свою страну и будут ее защищать. Это первое. И поддержка российского государства. Эта формула должна работать дальше. Мы, вот последний договор межгосударственный, который был подписан в ноябре 2014 года между президентом Российской Федерации и президентом Абхазии, там прописаны, да, условия, которые определяют нашу перспективу. Участие Абхазии в интеграционных процессах, инициируемых или организованных Российской Федерацией. Мы в этом будем принимать участие. Мы готовы, если таким образом созреют условия, рассматривать вопрос участия в союзном государстве. Мы ничего не испортим. Мы можем только привнести в это союзное государство элемент изыска, как это мне представляется. Мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией, и мы будем укреплять наш союз. И этот формат надо расширять. Границы мы должны упростить. И многое полезное, интересное, которое мы могли бы сделать. Но существует такое государство давно, как Монако. Да, конечно. Существует. И ряд прекрасно таких себя примеров. чувствует рядом с И вы Францией. знаете, и никуда оно не денется. Господин Орбан, дай бог ему абхазского долголетия, его историю переживет, и Монако будет жить, и другие государства. Тут, мне кажется, что он что-то не просчитал. Ну, вы сейчас сказали интересную фразу. Я хотела бы, если возможно, немножечко, чтобы вы на этом сакцентировали внимание. Вы сказали, что теоретически в будущем вы могли бы привнести в союзное государство какую-то определенную свою вот эту вот краску и лепту. Да. То есть вы не исключаете такой вариант? Нет, если речь идет о союзном государстве Россия, Беларусь, и тех, кто хотел бы быть в составе этого союзного государства, я думаю, что народ Абхазии эту идею поддержит. Такой союз 2.0. Советский союз 2.0. Хорошей версии. В улучшенном варианте. Да, в улучшенном варианте, в более эффективном варианте, в варианте, который обусловлен
свободным волеизъявлением. Это же тоже очень важно. Но еще раз, условия существования абхазского государства – это волеизъявление народа Абхазии, это независимость. Поэтому надо читать и неплохо знать историю народов, ментальность людей. И еще такая же, это все учитывать в повседневной работе. И на основе учета, знания истории прогнозировать будущее. Мне так это представляется. Не как политик, а как человек. Вы скучаете по Советскому Союзу? Как человек скучаю по Советскому Союзу. И очень сильно. У меня большое количество друзей. Я получал образование в Москве. Это то, что не должно было произойти. Труды огромного количества людей были вот таким образом низведены к нулю. Это цепочка ошибок высшего руководства Советского Союза. А для того, чтобы такую страну отстроить, да, все жертвы уже были принесены в период Ленина и Сталина. Там не надо было никого убивать, я извиняюсь, там никого репрессировать. Этот этап уже был в прошлом. В технологическом отношении, говорят, мы отстали. А как же тогда мы в 1957 году первыми спутник Земли, в 1961 году космос и многое-многое другое. Что значит отстали? Другое дело управленческие решения, другое дело внутрипартийная борьба. Я вам желаю, чтобы Абхазия была цветущим краем, каким она и является, чтобы приезжали туристы в этот благословенный край. Я вас еще раз поздравляю с 15-летием признания независимости и с грядущим Днем Победы. Спасибо. Дай-то Бог. Быть добру, я скажу так, потому что это соответствует интересам народа Абхазии и интересам народа Российской Федерации.